Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Мержоева. В Магасе прошло заседание Президиума правительства. На повестке дня вопросы формирования республиканского бюджета на 2014 год, разработка и утверждение государственных целевых программ, подготовка к мероприятиям, посвященным 70-летию депортации ингушского народа и готовность республики к осенне-зимнему периоду. Подробнее в сюжете Танзилы Цуровой. Первым вопросом обсуждения стал проект о формировании республиканского бюджета на следующий год. Министр финансов рассказал, что в будущем году общая сумма налоговых и неналоговых платежей, прогнозируемые в консолидированный бюджет республики, составит 3 миллиарда 56 миллионов рублей. Из них республиканский бюджет составит 2 миллиарда 359 миллионов. Заместители председателя правительства все изучились по своим направлениям. Я уже не первый раз об этом говорю. А Министерство финансов надо это тоже взять на контроль. Есть обязательные мероприятия ежегодные, которых никто не отменял и не отменит. И депортация народа, 22 июня, и другие вещи, они есть. И все это программы должны закладывать. И заместители председателя правительства должны по своим направлениям все взять на кураторство, изучить, чтобы в бюджете это все было заложено. Критические замечания были сделаны в адрес глав муниципалитетов, которые не сумели снизить дотационность на подведомственных участках. С поставленной задачей справился только глава администрации города Назрани Алихан Тумгоев. В Назрани на 22% снизилась зависимость от республиканского бюджета. Также на следующий год разработаны 34 госпрограммы. Детально говорилось и о подготовке к 70-летию депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. К памятной дате на железнодорожном вокзале установят памятник-вагон времен 40-х годов. А к поезду Назрань-Москва в это время будет представлен последний вагон, говорящий о траурной дате. Ряд улиц, новых улиц сделать именно в честь этой трагедии 70-летия, провести масштабное мероприятие по согласованию с властями Северной Осетии в пригородном районе, на кладбищах, везде. Говорилось также и о готовности к осенне-зимнему периоду. По данным ПЖКХ, все работы проведены. Однако в настоящее время правительство республики проверяет все котельни. Танзила Цурова, Магомед Урусханов. Новости 24. Общественный порядок и безопасность граждан. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бойцы отряда мобильного особого назначения МВД России. Это специальное подразделение полиции, привлекаемое для решения задач обеспечения правопорядка. Сегодня в России отмечается Всероссийский день ОМОНа. Тему продолжит Ахмед Хашигульгов. 3 октября по всей стране отмечают День ОМОНа. В этой связи на базе ингушского отряда особого назначения прошло праздничное мероприятие, в котором приняли участие представители власти, общественности и ветераны этого подразделения. Глава Ингушетии Нузбек Евкуров отметил, что служба в ОМОНе требует высокой ответственности, стойкости, надежности и сильного характера. Отряд милиции особого назначения говорит о том, что задачи самые, что есть сложные, самые ответственные, которые выполняют эти ребята как на территории республики, так и на территории всей страны. Самые разные, но особо опасные. И там, где нужен более жесткий, более решительный подход. И эти задачи выполняются, и свое звание, и свое предназначение ОМОН сегодня оправдывает по всей стране. Я хочу искренне от всей души поздравить и наших ОМОНовцев, и в целом субъектов России, и в целом руководство МВД России, и те направления, которые ведут ОМОН России, руководителей центрального аппарата с этим праздником, с таким 25-летним юбилеем, пожелать успехов, пожелать, чтобы все были живы, здоровы, но при этом, чтобы задачи выполнялись так же качественно, как сегодня. Заместитель председателя Народного собрания Ингушетии Мухарбек Дикажев поздравил бойцов с их профессиональным праздником и отметил, что сотрудники ОМОНа всегда добросовестно выполняли свою работу. Хотелось бы в этот день от имени председателя парламента Республики Ингушетия Татриева Магомеда Бексултановича, от всех депутатов Народного собрания поздравить вас с этим праздником, с этим юбилеем, пожелать вам успехов в вашей нелегкой службе. Как правило, сотрудники подразделения ОМОН хорошо вооружены и проходят специальную подготовку. Именно благодаря этим показателям ингушским бойцам удается обеспечивать общественную безопасность. Ежедневно, рискуя своей жизнью, ОМОНовцы выполняют возложенные на себя ответственные задачи. Но самым главным достижением они считают мир и стабильность в республике. Самое главное достижение – это, конечно, стабильность в республике. По сравнению, конечно, с
шальными годами, которые были у нас раньше, мы сейчас вышли на значительно новый качественный уровень работы. Соответственно, это все влияет и профессиональной подготовкой, и новой техникой вооружения, которая к нам поступает для выполнения наших оперативно-боевых задач. Ну, соответственно, и внимание руководства республики. Благодаря выдержке и мастерству бойцы мобильного отряда снискали заслуженную славу надежных защитников правопорядка. Наиболее отличившихся сотрудников поощрили. Старшего лейтенанта полиции Казаева Игоря Владимировича. Несмотря на свой праздник, сразу после завершения мероприятия ОМОНовцы приступили к выполнению важных государственных задач. Ахмед Хашигульгов, Магомед Урусханов, Новости 24. 27 августа 2013 года в сельском поселении Нижние Очелки неустановленными преступниками было совершено убийство секретаря Совета безопасности Республики Ингушетия Катеева Ахмеда Макшариповича и старшего лейтенанта полиции Катеева Руслана Багаудиновича. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории Чеченской Республики был задержан один из участников данного преступления – Далсаев Артур Бексолтович, 86-го года рождения, проживающий в городе Грозном, который дал признательные показания в совершении данного преступления и назвал других его участников, которыми являются Евлоев Ахмед Багаудинович, 90-го года рождения, житель села Сагапши, и житель села Средние Очелки Паланкоев Магомед Абдулович, 87-го года рождения. Правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию Евлоева и Паланкоева. Из аэропорта Магаз вылетела очередная группа совершающих хадж. На борту самолета паломники из Ингушетии. Их провожала Светлана Томова. Сегодня из аэропорта Магаз вылетела 7-я по счету группа паломников в Саудовскую Аравию, город Медину. На борту лайнера 168 пассажиров, совершающих хадж. Многие с этой группы летят впервые. Ибрагим Балаев – человек с ограниченными возможностями. Его и еще 4 инвалидов по зрению в Мекку отправляет глава республики Юнусбек Евкуров. Их сопровождают 5 помощников. Сегодня нас 10 человек вылетает в Мекку, поэтому мы хотим поблагодарить главу республики за оказанную помощь, за то, что он сделал все возможное, чтобы эта поездка состоялась. Хаваж Аздоев также впервые летит в Мекку. С его слов, для инвалидов очень важно, когда есть возможность вылететь в другую страну, тем более для совершения важного религиозного обряда из своей республики, напрямую до Медины, без всяких пересадок, так как для них это бывает очень тяжело. Милость Всевышнего, что в таком молодом возрасте смог поехать и сын мой, и я сам, и сын, что с таким состоянием, больной, с палочкой, все-таки есть возможность поехать. Это очень-очень большая милость Аллаха. Для каждого мусульманина очень важно совершить хадж хотя бы раз в жизни. Так Султан Цицкиев, не скрывая своей радости, рассказал нам о том, что это его первая поездка в святые места. И он очень жалеет о том, что раньше не решился поехать туда. Всегда мешает работа и обыденные дела, которые отнимают все свободное время. Мне выдалось такое счастье, что я тоже впервые в этом году совершаю хадж. Священную Мекку. За границей я бывал многократно, и в дальнем, и в ближнем зарубежье. Однако та поездка, которую мы сейчас намечаем, она несравнима ни с чем. Благодаря нашему муфтияту, который оказывает всяческую помощь и поддержку тем, которые выезжают в Мекку, мы собрались очень компактно и сегодня, по воле Аллаха, вылетим в Медину. Тем временем Саудовская Аравия готова принять паломников всего мира. Ежегодно эти святыни посещают несколько миллионов мусульман. Власти республики подошли к проведению хаджа очень серьезно. Здесь же определены места для временного пребывания гостей. Напомним, что из Ингушетии должны вылететь еще 4 чартерных рейса с паломниками. Они пробудут там до 24 октября. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.
И в продолжении темы. Напомню, из Ингушетии в этом году совершат хадж около 1500 паломников. Из аэропорта Магаз будет совершено 11 авиарейсов. Первый рейс наших паломников прибыл в Саудовскую Аравию соответственно графику. Съемочная группа национальной телекомпании «Ингушетия» находится вместе с паломниками в Медине. Благодаря этому у нас есть возможность находиться в курсе того, как проходит совершение хаджа. Нужно отметить, что вылет и прибытие было произведено вовремя, без никаких опозданий и так далее. Все наши паломники, вылетевшие первым рейсом, уже совершили утренний намаз в мечети пророка. Основная масса уже посетила могилу нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Очень уютная и очень, можно сказать, шикарная гостиница. Что нужно, что примечательно, гостиница находится в 50 метрах от мечети пророка. Все паломники довольны, все они уже как бы привыкли уже. В государственном унитарном предприятии «Магаз» полным ходом идет посев озимых. Уже засеяно 400 гектаров. Подробнее в сюжете Мадины Албагачиевой. После сбора осеннего урожая работа аграриев не прекращается. Еще целый месяц будет длиться процесс посева озимых. Вот государственное унитарное предприятие «Магаз». Под посев отведено 600 гектаров земли. Из них 400 уже засеяно. 200 гектаров ячменем и 200 пшеницей. Идет сейчас сев и следом каткование. Заделка семян, чтобы у нас были дружные сходы. Посев озимых – дело непростое. Без техники здесь не справиться. На полях предприятия «Магаз» сегодня обрабатывает землю новая сельхозтехника. Сейчас в этом посеве у нас задействовано, в этом поле задействовано 5 единиц техники. 4 МТЗ-82 и 1 МТЗ-сотка. МТЗ-сотка – это дискование. Идет вперед дискование, баранование, посев и каткование. Завершение посева планируется 20 октября. После этого аграриям необходимо будет готовиться к весенним полевым работам. Они поставили перед собой цель собрать около 25 центнеров зерновых с каждого гектара. Мадина Албагачиева, Резван Аушев, Новости 24. В Ингушетии проходит медицинский бизнес-форум «Медрус-2013», в котором принимают участие компании-спонсоры не только из Ингушетии, но и из других регионов России. Сегодня в рамках форума состоялась тематическая конференция по теме «Решение проблем людей с ограниченными возможностями в Республике Ингушетия». Подробнее расскажет Хава Султыгова. В муниципальном дворце культуры Назрани в рамках бизнес-форума прошел семинар на тему сложности решения проблем людей с ограниченными возможностями. На конференции присутствовали представители различных министерств и ведомств, также представители СМИ. Мы собрались и говорили о том, выносили это на обсуждение, кто как видит выход из создавшегося положения. Зачастую людям с ограниченными возможностями необходима не только медицинская помощь. Проблема трудоустройства также актуальна. На семинаре было озвучено, что 121 человек с различными степенями инвалидности были обеспечены работой, в основном в частном секторе. В качестве приглашенной в зале присутствовала Инна Судакова, мама 9 детей, из которых 2 серьезно больны. Одному из них необходима срочная операция. Сегодня меня пригласили на форум детей-инвалидов, и вот я решила сюда прийти, обратиться за помощью. У меня 2 сына инвалида, из них одному надо сейчас сделать операцию. Ему 16 лет, у него сколиоз. В Минздраве мне обещали направление и дать квоту. Вот я жду пока 4 месяца вызова. Надеюсь, что мне помогут. В ходе семинара Инне из зала передали листок бумаги. Позже выяснилось, что это реквизиты человека, который готов ей оказать необходимую финансовую помощь. Меценат не захотел, чтобы его имя было оглашено, и быстро покинул зал. Остается радоваться, что есть люди, неравнодушные к чужой беде. Бизнес-форум «Медрус-2013» длился 2 дня. Сегодня состоялся его заключительный этап. Данное мероприятие проводится в республике во 2-й раз. Проект активно развивается и нашел поддержку в других регионах страны. Хава Султыгова, Сурхо Кусиев, Новости 24. В политехническом колледже Назрани прошла акция «Поддержим Вовнушки». Цель этого мероприятия – помочь нашему архитектурному памятнику войти в десятку лидеров в мультимедийном проекте «Россия-10», который проходит с 25 марта по 6 октября. Организатором акции является Комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Ингушетии. Подробнее в сюжете Хади Адельбиевой.
Организаторы акции агитируют население, чтобы они поддержали наш башенный комплекс. До конца конкурса осталось лишь несколько дней, и вовнушкам необходимо набирать голоса. Ребята, мы к вам пришли с Комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики с акцией «Голосуем за Вовнушки». Вы уже, наверное, в курсе, что наш башенный комплекс Вовнушки участвует в конкурсе «Россия-10». И для того, чтобы попасть в десятку, нам необходимо активнее голосовать. Для того, чтобы проголосовать, есть два варианта. Можно через телефон отправлять сообщение на 1880 с текстом 32 – это наш номер присвоенный. И также вы можете выбрать еще 4 объекта, которые вам кажутся достойными. И также вы можете голосовать через интернет-компьютер, то есть вы можете голосовать в 3 разных браузерах. Это Chrome, это Mozilla и это Explorer. Вы можете проголосовать также 3 раза в день. Просим вас поактивнее голосовать и давайте поддержим нашу историческую достопримечательность. Акция началась, и ее участники сразу начали голосовать за Вовнушки при помощи телефонов, не выходя из аудитории. Сейчас наш комплекс занимает 21 место среди 30 конкурсантов. Чтобы войти в десятку достопримечательностей России, нам необходима активная поддержка. Марит Погорова, учащаяся колледжа, принимает участие в голосовании, и чувство патриотизма в ней не могло оставить ее равнодушной к судьбе Вовнушек. Марит активно голосовала в течение всего периода действия проекта «Россия-10». Сегодня здесь проходила акция «Вовнушки». Мы голосовали за башенный комплекс «Вовнушки». Да, все группы. В прошлом году мы тоже голосовали. Вовнушки – это уникальный архитектурный памятник, природный музей-заповедник. В переводе с ингушского «Вовнушки» означает «место боевых башен». Он состоит из 3 основных сооружений, 2 из которых стоят на вершине одной горы, а одно – на противоположной. Башни построены из камня и выглядят как естественное продолжение скалы. И не проголосовать за этот комплекс нельзя. Акции также проводились и в других местах. Также комитетом были организованы выезды во все органы исполнительной власти с такими же акциями «Голосуем за Вовнушки». Вроде бы жители Ингушетии активно голосуют. Напомним, что голосование продлится до 6 октября. Основная его цель – популяризация памятников и достопримечательностей России. На конкурсе были представлены около 700 объектов. Финальный этап прошли только 30, среди которых и башенный комплекс Вовнушки. Проголосовать можно на сайте 10russia.ru. В разделе голосования выбрать его, а также по СМС, отправив коды 5 разных объектов на номер 1880. Мадина Албгачиева, Хади Адельбиева, Анзор Чехкиев. Новости 24. В летнем амфитеатре прошел концерт под названием «Золотая молодежь Кавказа». В нем приняли участие самые популярные артисты Северного Кавказа. В числе зрителей была и моя коллега Мадина Пугоева. «Золотая молодежь Кавказа» в амфитеатре под таким названием прошел концерт звезд кавказской эстрады. Чтобы принять в нем участие, в Ингушетии приехало много артистов из соседних республик. Этот концерт мы приурочили к тому, что осень пришла, и чтобы приветствовать осень, да, чтобы собрать народ, да, чтобы как бы дружеский концерт, так как здесь на концерте находится с каждой республики, да, Северного Кавказа по 2-3 артиста. До концерта осталось совсем немного. Техническая группа национальной телерадиокомпании «Ингушетия» подготовила все необходимое оборудование для осуществления этого мероприятия. Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» не в первый раз проводит данные мероприятия. Мы стараемся осветить все мероприятия, которые проходят у нас в республике, будь то концерты, будь то благотворительные какие-нибудь мероприятия и так далее. Все, что непосредственно мы освещаем, все, что мы показываем, всегда можно увидеть как онлайн на нашем сайте, так и в специальных программах для планшетов, смартфонов и так далее, и непосредственно на нашем телеканале НТК «Ингушетия». Среди гостей республики такие артисты, как Азнаур, Ренат Каримов, Мурат Хагалегов и Тельман. Честно сказать, я в Ингушетии первый раз, надеюсь, не последний раз. И у меня всегда было желание быть на этой земле, выступить, показать свое искусство этому народу. Вот. А я думаю, что хорошо встретят, потому что на Кавказе у нас всегда хорошо встречают. Зрителей набралось полный зал. Несмотря на холод, каждый из них готов просидеть под куполом амфитеатра ради любимых певцов. Несмотря на такую погоду, в Ингушетии сегодня
концерт, замечательный концерт в театре, где мы с большим удовольствием, все артисты, в лице всех артистов, хочу сказать, что выйдем и, конечно, ничем не меньше зажжем, потому что каждый артист никогда не чувствует холод, потому что он отдается зрителю полностью. И поэтому с большим удовольствием мы сегодня выступим. Последний в этом сезоне концерт объединил молодежь и таланты Северокавказского и Южного федеральных округов. Зрители смогли не только ознакомиться с творчеством заслуженных артистов, но и просто приятно провести время. Мадина Пугоева, Сонбек Агдоев, Новости 24. В Набережных Челнах завершился третий открытый Кубок России по комбат-самообороне, в котором приняли участие около 500 спортсменов из стран ближнего и дальнего зарубежья. На арене Ледового дворца спорта 3 дня подряд лучшие бойцы всех возрастных категорий и разных стилевых направлений оспаривали право стать лучшими в России. Далее Лейла Гайсанова. Ингушетию на турнире представляли победители Кубка мира по комбат-самбо Адам Цуров и Абу Башир Измайлов. По словам главного тренера бойцовского клуба «Колой» Мурада Измайлова, эта победа имеет большое значение перед чемпионатом мира, который пройдет в октябре в Италии. На данном турнире от бойцовского клуба «Колой» выступило двое бойцов. Это Измайлов Абу Башир и Цуров Адам. И стали обладателем Кубка России по данным видам. Оба спортсмена завоевали по 2 золотые медали в таких тяжелых видах единоборств, как комбат, самооборона и К1, став абсолютными триумфаторами турнира. После возвращения на родину спортсмены прокомментировали прошедшие соревнования. Спортсмены, которые были с нами, были хорошо подготовлены, с высокого уровня были ребята, и все равно, так сказать, мы оказались чуть повыше их уровня. Пока мы ищем моменты выбраться на профессиональный ринг, и в ближайшее время у нас, как Мурат говорил, 29 числа мы должны быть в Италии на чемпионате мира. Вот после чемпионата мира, я думаю, уже на профессиональном уровне выйдем. Хочется отметить, что спортсмены проводят усиленные тренировки по 3-4 раза в день и прикладывают огромные усилия для достойного представления своей республики на международных соревнованиях. Лейла Гайсанова, Даля Плиева, Гапурчах, Киев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.